Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Благодарю моего коллегу Андрея Гевко за выпуск новостей. В центральной части нашей программы мы будем говорить о 18 мая, Дне памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Поговорим об истории этой спецоперации НКВД по выселению крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году. Сегодня она признана актом геноцида парламентами Украины, Литвы, Латвии. Реабилитация крымско-татарского народа началась еще до распада Советского Союза. Депортация по огульному обвинению в коллаборационизме с нацистским режимом коснулась всех крымских татар, которые проживали на тот момент на Крымском полуострове, и мирных жителей, и даже тех, кто находился на фронтах Второй мировой войны. Даже фронтовиков, которые по возвращению домой не находили родных и сами получали запрет на дальнейшую жизнь на полуострове. Сами следы крымских татар в Крыму советское руководство пыталось затереть, присваивая рекам, городам, поселкам и улицам Крыма новые имена. Последствиями депортации стали десятки и сотни тысяч смертей и долгие годы борьбы крымско-татарского народа за право на доброе имя и право жить на своей родине. Ярким явлением современности стали независимые исследовательские проекты, которые восстанавливают события по различным документальным источникам, по воспоминаниям очевидцев и по письмам. Об этом всем мы поговорим сегодня в течение нашего эфира. Начнем мы наш разговор с Гульнарой Абдуллаевой, крымским историком. Гульнара, здравствуйте. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, что случилось 18 мая 1944 года, как о спецоперации НКВД. Потому что те события, которые сегодня признаны преступлением, признаны актом геноцида, они ведь какое-то время готовились, да? Какое-то количество людей было задействовано в этой спецоперации. Давайте поговорим об этом, как была подготовлена и как была в итоге эта операция, этот акт геноцида проведен. Уже ни для кого не секрет, особенно для историков, которые предполагают, что все-таки эта операция готовилась не один год. И предпосылки к этому еще лежат в 20-30-х годах, когда должны были реализовать программу «Крым без крымских татар». Но тогда эта программа не реализовалась, поэтому возможным это только стало с началом войны между СССР и Германией. На тот момент, как мы знаем, уже к осени 1941 года Крым был полностью оккупирован немцами. И как раз произошло то, что ставили вину крымским татарам. По сути, это провал партизанского движения, которым руководил Макроусов. Но на тот момент Макроусов списал все свои ошибки на крымских татар, он их обвинил. Он буквально поголовно обвинил в сотрудничестве крымских татар с оккупантами. И в июле 1942 года он направил в Москву докладную с дезинформацией о том, что подавляющее большинство крымских татар пошли за фашистами. Конечно же, на тот момент докладную приняли во внимание, однако оставили до определенных пор, потому что Крым был оккупирован. И как только Крым... 4-й Украинский фронт освободил Крым, к этой акции, к реализации этого плана о депортации крымских татар приступили. К сожалению, нам сегодня неизвестно, кому именно из кремлевских руководителей пришла идея депортировать крымских татар. Но мы знаем одно, что к 1944 году эта акция была полностью готова, и в ней принимали участие такие лица, как комиссар НКВД Берия, Меркулов. То есть, в принципе, первые лица государства СССР на тот момент. И как раз-таки уже весной 1944 года, после того, как 4-й Украинский фронт освободил Крым, в Крым тут же прибыло еще 32 тысячи сотрудников НКВД, то есть внутренних частей НКВД. Естественно, что проживающее население Крыма не обратило должного образа на новых военных, потому что это все-таки было еще военное время, только что освободили Крым, и, в принципе, все только праздновали победу, и, конечно же, этих же сотрудников НКВД все встречали как освободителей тоже. Но судьба крымско-татарского народа была уже предрешена,
10 мая Берия дал на рассмотрение Сталину проект решения Государственного комитета обороны о выселении крымских татар с территории Крыма. Там так было четко и ясно написано, что учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и из нежелательности дальнейшего проживания крымских татар в Крыму. Это означало, что весь крымско-татарский народ, от только что родившегося младенца до старика, обвинялся в коллаборационизме. И это при том, что, в принципе, большинство мужчин крымских татар, я бы сказала, все мужчины на тот момент сражались на фронтах Второй мировой войны. Конечно же, Сталин подписал этот документ, и акция была назначена на вторую половину мая. И вот, конечно же, ранним утром 18 мая гром грянул, и в каждый дом, буквально в каждый дом крымских татар пришли солдаты НКВД. Но до этого еще был тоже такой момент, на который тоже люди вроде бы обратили внимание, как уже воспоминания очевидцев, но тем не менее не придали должного значения. Дело в том, что вот эти сотрудники НКВД, они начали полностью переписывать население Крыма. И перепись шла исключительно для крымско-татарского населения, потому что мы знаем, что крымские татары жили отдельно в деревнях, где было только крымско-татарское население, либо смешанное в населенных других пунктах и в городах. Но на это тоже должного внимания почему-то не обратили. То есть жители других национальностей переписчиков не волновали тогда? Нет, только крымские татары. Поэтому переписывали, сколько у них есть имущества, животных, что у них вообще есть, сколько количество населения, количество членов семьи и тому подобное. И как раз-таки это стало понятным и ясным для очень многих уже, конечно, после 18 мая. Потому что ранним утром, когда к тебе в дом врываются солдаты, а большинство стариков на тот момент вообще даже не понимали русского языка, когда им там говорили, что их обвиняют в том, что они предатели Родины, они просто не понимали, в чем их обвиняют и почему их выталкивают из родных домов, и кому-то дают 5 минут, кому-то вообще никакого времени не дают и говорят, что вас ведут на расстрел. То есть люди были в полной растерянности, их просто сгоняли на площади, грузили в машины, до рассвета вообще не разрешали их покидать, и понятно, что... то есть люди были в полной растерянности, да, и сохранились свидетельства того, что те, кто возмущался, был еще такой момент, что как раз-таки, когда уже Крым освободили, многим крымским татарам из армии давали отпуска, чтобы они приехали повидать свои семьи. Но это оказалось не из благих побуждений, это оказалось все к тому, что готовилась депортация. Как мы знаем из истории, что в этот период как раз-таки находился дома у себя и герой Советского Союза Амитхан Султан, и он, в принципе, своими глазами наблюдал вот эту депортацию, когда его родных просто выселяли, а так получилось, что он-то герой Советского Союза, и как бы его обвиняют, его семью и родных обвиняют в коллаборационизме, это как-то не вязалось, поэтому вот его семью удалось как бы сохранить, не депортировать в тот момент. Но тем не менее было много героев, и тем не менее этих людей тоже выселяли. Я правильно помню, вот по Амитхану Султану, давайте уточним, ему было запрещено дальше жить в Крыму? Правильно я понимаю? Не то чтобы нет, ему не было запрещено, просто в тот день, так же как народ его был депортирован в Среднюю Азию и на Урал, он с семьей вынужден был на время покинуть все-таки Крым. И он уехал в Краснодар, потом его семью перевез уже на родину своего отца в Дагестан, и они некоторое время проживали там. Я могу ошибиться, сказав, что несколько лет, но потом они вернулись снова в Крым. То есть они опять вернулись в Алупку и жили как единственная крымско-татарская семья, потому что их сын уже был дважды героем Советского Союза. Но дело в том, что в тот 1944 год, 18 мая, как раз-таки дома находились и другие герои, в принципе, войны, потому что многие мужчины были представлены к высоким наградам, но их медали абсолютно не играли никакой роли, и их, в принципе, ни о чем не спрашивали, и если ты возмущаешься, там многих просто ликвидировали и расстреливали на местах.
Также к вагонам не были доставлены люди нетранспортабельные, душевно больные, их точно так же уничтожали на месте. И, в общем-то, можно сказать, что это был настоящий геноцид, и крымские татары вообще не понимали, что происходило. Потому что на самом деле это происходило, во-первых, эта акция происходила буквально по всему Крыму, и с рассказов очевидцев, уже солдат НКВД, которые впоследствии потом рассказывали, они, оказывается, даже между собой устраивали соревнования, кто быстрее вышлет, вернее, кто быстрее выселит из домов того или иного города или места. То есть даже устраивали такие соревнования, поэтому крымские татары, люди, кто-то мог взять, как я уже сказала, какую-то безделицу, кто-то что-то смог с собой взять в дорогу, но в основном, конечно же, кто мог за 5 минут в растерянности что-либо собрать. И таким образом операция была завершена к 4 часам 20 мая, и 67 эшелонов, буквально битком набитых крымских татар, были уже отправлены в Среднюю Азию и на Урал. Когда мы говорим о таких трагедиях, когда говорим о преступлениях тоталитарного режима, конечно же, здесь не совсем понятно, можно ли подсчитать точно количество жертв, да, но все-таки какие сейчас существуют цифры, какие цифры называют исследователи, сколько человек тогда погибло, вот как прямое последствие, да, этого акта депортации, этого вывоза народа, да, с территории Крымского полуострова, и сколько жизней потом погубила, да, эта депортация, вот впоследствии этой депортации сколько погибло человек? Конечно же, на тот момент статистику никто не вел. И поэтому есть определенные данные, а вот данные НКВД, например, и данные Национального движения крымских татар, они немного разнятся. И если по данным НКВД из Крыма было депортировано 191 014 крымских татар, там по партийным источникам уже чуть больше 194-111 человек, и к ним еще после войны были направлены демобилизованные мужчины, то есть те самые крымские татары, которые сражались на фронтах Второй мировой войны. А по данным Национального движения крымских татар было выслано 238 500 человек, из которых только дети и женщины составляли большинство, то есть в основном от общей суммы 86,4%. А за период депортации первые годы ссылки крымских татар народ потерял 46,2% от общей численности. Но опять-таки, как вы говорите, и как, в общем-то, многие исследователи говорят, это, в общем-то, приближенные цифры, более-менее ясная картина, да, по поводу потерь, но, тем не менее, они не окончательны, потому что, опять-таки, никто не вел подсчеты. И в местах ссылки, депортации точно не знаем количество людей, которых погибли, потому что есть разные предположения. Кто-то говорил, что вообще в первый год очень много умирало людей. Мало того, что они перенесли такую трагедию, это психологический шок. Другое дело, что они попали в совершенно другие климатические условия, и естественно, что на местах ссылки их никто радушно вообще не встречал, потому что там уже население было подготовлено к тому, что к вам едут предатели Родины. И поэтому, естественно, к ним уже негативно было отношение негативное. И начинались болезни, от нехватки еды, от голода, разные болезни. И люди просто умирали, потому что буквально на второй день их погнали на работы. И, в общем-то, в принципе, я думаю, что нам сегодня, современным людям, например, вот поставить себя на их место, наверное, в чем-то даже и нереально, потому что мы даже не понимаем, какие трудности были. Я благодарю вас за беседу. Гульнара, спасибо. Напомню, что с нами на связи была Гульнара Абдулаева, крымский историк. Мы продолжаем наш эфир. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим экспертом, давайте примем звонок от радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин, все слушатели радио Крымляне на 148 килогерц. У меня будет вопрос и реплика, но реплика, смотрите, ведь наши негодяи сейчас примерно делают то же самое, только в более таком лайт-режиме. Замещают и крымский, татарский народ, выдавливая
недовольных, а те, которые даже довольны, известно, что квартиры там отбирают и так далее. Да, вот все это как бы продолжается вот в таком же варианте. А вопрос у меня вот такой, может быть, вы обсудите в вашей программе, может быть, там в 13 часов, может, в 18, не знаю. А вопрос такой, вот смотрите, как часто вот когда легче было сопротивляться в советское время, там, не знаю, сталинское и дальнейшее, или сейчас проще все-таки как-то доносить и действовать. И второй подвопрос, что действует, что делает украинская власть на помощь крымскому татарскому народу и у себя внутри, и за рубежами. Ну а вам, как всегда, крымляне, донбассяне, удачи. Спасибо, Александр. Александр — это наш постоянный слушатель, который регулярно к нам дозванивается. Благодарим за это, благодарим за вопросы, которые задает в том числе и Александр, да, за те вопросы, которые задают наши радиослушатели. Но касательно вопроса о том, какие сейчас фиксируются попытки изменить состав демографический, да, населения Крыма, мы периодически говорим в эфирах радио «Крым Реалии». Я рекомендую обратиться, если вы вдруг что-то пропустили, к архиву программ радио «Крым Реалии». Неоднократно мы обсуждали, и в том числе и эти процессы. Касательно второго вопроса, который был задан, да, относительно вот современного положения дел, действительно, дождитесь дневного эфира в 13:00 с Александром Янковским. В этой программе будет в том числе обсуждаться и этот аспект. Но сейчас мы продолжаем говорить об истории. И с нами на связи Владимир Поляков, крымский историк, доктор исторических наук. Владимир Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Итак, хотелось бы вот о чем поговорить. Сегодня мы вспоминаем жертв депортации крымско-татарского народа, да, вспоминаем жертв этой спецоперации НКВД. И вот о чем хотелось бы поговорить. Сейчас, вспоминая эти события, очень много можно встретить, особенно, да, если говорить о нашей аудитории, которая находится на Крымском полуострове, очень много можно услышать мифов относительно того, что происходило в Крыму в годы Второй мировой войны и, в частности, относительно участия крымско-татарского народа в этих событиях. Мы знаем, что вы очень много сил потратили на то, чтобы исследовать, в том числе, да, и эти события. Вот давайте поговорим, наверное, о, может быть, ключевых фактах, которые необходимо знать, да, в том числе и говоря о событиях депортации с 1944 года, которые официально власть Советского Союза объясняла это якобы вот повальным коллаборационизмом среди крымских татар. Вы правильно использовали термин «миф». Эти мифы отличаются от обычных, потому что в мифе есть что-то позитивное, а тут уже аксиомы. Вот я сейчас пришел к выводу такому, что было введено несколько уже аксиом. Аксиомы — это не требующие доказательства. Уже аксиома первая, что крымские татары предатели, причем народ предатель. Об этом уже много говорили, я писал. Вторая уже аксиома. Крымских татар не наказали, а пострадал народ. Третья уже аксиома. Крымские татары спасены депортации от справедливого возмездия возвратившихся крымчан. И вот я вернулся в первое уже аксиома. Крымские татары предатели. Вообще это априори не бывает народов предателей. Вот сейчас нам удалось поименно установить, сколько крымских татар воевало на разных этапах. Во-первых, 1200 татар крымских находились в армии 22 июня. А всего в Красной армии за годы войны прошло 12 тысяч. А в предательстве обвинили 20 тысяч. То есть 8 тысяч вообще неизвестно. Если даже представить, что все крымские татары были бы, то откуда взять людей? Второй момент, что не были наказаны. Да вы не представляете, что творилось в Крыму в апреле-мае 1944 года. НКВД, особые отделы 4 армий. Приморской, 51-й, 4-й воздушной, 2-й гвардейской. У каждого план по поимке шпионов и диверсантов. Там, если любой человек сотрудничал чуть-чуть с немцами, уже все были репрессированы или 10 лет,
порядка на месте. Поэтому говорить о том, что прикрылись народом, причем брали очень часто даже невиновных, типа староста помогал партизанам, но его тут же брали и расстреливали. Он говорил, да я связан с партизанами. Ну, арестовывал СМЕРШ в какой-нибудь армии, поэтому с партизанами даже и не советовались. Ну и третий постулат самый невероятный. Это коммунисты выдвинули, что депортация спасла от репрессий со стороны возвратившихся крымчан. Вы поймите, что когда в апреле 1944 года Крым освободили, в этих 4 армиях было очень много крымчан. У них было оружие. То есть это все было по горячим следам, но не зафиксировано ни одного случая самосуда. Потому что это полная глупость. И когда в 46-м стали возвращаться, вот мои отцы, мой отец, там, другие родственники, да уже вообще бред, что они бы сводили счеты с мирными людьми, которые, положим, что если бы не депортировали. Их бы тут же посадили бы, потому что вы знаете, что в нашей стране ты будешь защищаться от насильника, и если ты его убьешь, тебя посадят, потому что это компетенция властей. Вот это парадокс. И вот эта вот ложь правит до сих пор. Да, вот хотелось бы поговорить об одной из причин, наверное, по которым эта ложь до сих пор существует сегодня в информационном пространстве, и все новые и новые люди становятся жертвами этой лжи. Давайте поговорим о том, как пытались объяснить, да, и оправдать то, что произошло 18 мая 1944 года в Крыму после этого. Давайте поговорим о том, как после этого, я понял, с лица Крымского полуострова стирали наименования, да, на крымско-татарские. Ну, это оправдать пытались, как я сказал, первым предательством. В действительности все это было связано с тем, что уже в 1942 году в январе началась депортация с Тамани греков и крымских татар. Страна готовилась к войне с Турцией. Мы были абсолютно, наше правительство абсолютно было уверено, что Турция поддержит Гитлера. А поэтому рассматривались потенциальные союзники. Если бы Крым освободили в ходе десантной операции Крымского фронта, депортация состоялась бы уже в 1942 году. Потом опять готовились к войне с Турцией. Уже мы собирались напасть. Поэтому крымские татары пострадали в свете антитурецкой политики. Других вариантов тут в действительности не было. А то, что ложь, закрученная в то время и продолжающая сейчас, ну что делать? Издержки тоталитарного режима. Здесь надо просто признать, что тоталитарный режим преступен. И все его действия преступны. И искать оправдания – это просто безнравственно. Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Владимир Поляков, крымский историк, доктор исторических наук. Продолжаем мы нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим о 18 мая, Дне памяти жертв депортации крымско-татарского народа. И, как уже говорилось в течение сегодняшнего эфира, очень важно знать правду, очень важно восстанавливать факты для того, чтобы не становиться жертвой исторических домыслов. И есть целый ряд исследовательских проектов, где исследователи, вот независимые, они пытаются восстановить эти факты, эти человеческие истории, рассказы о человеческих судьбах по свидетельствам очевидцев, по различным документам, которые находятся в архиве, и по письмам, которые тоже являются свидетельствами очевидцев, да, вот этой эпохи, этих событий. Мы поговорили с основателем Джанлы Радио Наджия Феми, одной из основательниц вот такого исследовательского проекта, который называется «Письма», Мектюплер. И авторы этого проекта находят письма, которые писали друг другу крымские татары во времена вот этих сложных событий. Понятно, что большинство писем датированы вот уже после этого акта депортации, потому что людям давали всего несколько минут для того, чтобы собраться, и, конечно же, о сохранности домашнего какого-то архива писем, наверное, думали в этот момент люди в последнюю очередь. Давайте послушаем, что говорит Наджия Феми о том, как появилась идея создать такой исследовательский проект и как этот процесс ускорил локдаун. Идея возникла во время общения с моими друзьями и коллегами Рустамом Халиловым и Заиром Акадыровым. Нам было интересно сделать проект в области подкастинга. Все из нас рано или поздно, так или иначе, были
в сфере радио, работали в радио, я больше всего, наверное. И идея развития подкастов нам очень нравилась. И когда мы стали думать о том, какой подкаст можно было бы сделать, если я не ошибаюсь, Рустем Халилов и озвучил, что в основе этого подкаста могли быть письма крымских татар, которые они писали друг другу. И в этих письмах наверняка есть много интересных моментов, жизненных, являющихся отражением тех эпох, в которые жили эти люди. В общем, тогда мы и начали работать над этим проектом. Дело происходило во время первых локдаунов, когда мы все сидели по домам. Все это мы начинали делать удаленно. И вот мы тогда и начали искать первых героев нашего подкаста. Множество домашних архивов, как я уже говорил, не сохранилось в 1944 году, когда людям давали по несколько минут на сборы. Но в тех письмах, которые удается найти, исследователи находят поистине пробирающие свидетельства случившейся трагедии. Мало что сохранилось. Конечно, в депортации, в те страшные дни, минуты 18 мая 1944 года, когда людей на рассвете разбудили, сонных подняли с постели, дети, женщины, давая 15 минут на сборы. Понятно, что тогда никто не думал о том, чтобы брать с собой какие-то архивы и спасать память. Но вот все-таки кое-что уцелело. У нас на самом деле получился очень большой временной охват. Самое старое письмо, которое нам удалось разыскать, датировано июлем 1944 года. Это письма с фронта, когда фронтовик, крымский татарин, писал домой в Крым. Июль 1944 года, в Крыму уже никого нет. И он, находясь там, на войне, не может понять, почему его родные вдруг перестали ему отвечать. И сначала он злится, он с ними даже ругается, он недоумевает. Потом по этим письмам мы видим, что он понял, что его родные оказались в Узбекистане. Он не может понять, как так получилось, что вы выехали из Крыма. Он так и спрашивает, как так получилось, что случилось с вашим имуществом. Он не понимает, почему его родные оказались в разных регионах Узбекистана и почему они не живут вместе. И вот только уже в последних письмах этого фронтовика видно, что он начал осознавать, что произошло нечто страшное, огромное, чудовищное и непоправимое. И этот фронтовик, он не вернулся, он считается пропавшим без вести, но письма его сестры, которые он писал им с фронта, в Узбекистан уже они сохранили. Давайте послушаем фрагмент из этой серии писем. Автор писем — крымский татарин, фронтовик, родом из Партенита Эшреф Моинов. В 1937 году он был репрессирован в финскую войну, воевал в штрафном батальоне и, практически не попав домой, оказался уже на фронтах Второй мировой войны. Это письмо он пишет в июле 1944 года. Народ уже депортирован, но Эшреф об этом долго не знал, не понимал, почему не приходят ответные письма из дома. И вот он получает такое письмо. Здесь целая смесь эмоций. Воодушевление от того, что наконец-то откликнулись родные, и горе. Он начал осознавать, что случилось с народом. Хаяли получил долгожданное письмо, и настроение другое стало. В случае, если погибну, не знаю даже, кому сообщить, так как не знал, где вы находитесь. Настроение еще лучше будет, когда получу от Урие, сейчас только наполовину. Как это могло случиться? Вы все вместе выехали из Крыма, что они не с вами оказались? Хаяли, я тебя прошу через областную газету или же через службу по эвакуации из Крыма найти их и мне сообщить. Кроме этого, я прошу тебя оказать ей по мере возможности помощь, в чем они будут нуждаться. Я понял из писем, что она очень беспокоится обо мне. Передай ей, жив, здоров буду, после окончания войны приеду. Правда, на это я не рассчитываю. Но что делать, война останется войной, и война без жертв не бывает. Но зато умру за освобождение нашей Родины от немецких захватчиков. Зато совесть у меня будет чиста. Правда, когда-то Хайрулаев говорил, что я неисправимый человек. Хаяли, где же ваше имущество? Кому их оставили?
Напомню, что это фрагмент из подкаста «Мектюплер. Письма». Его полностью можно послушать в выпуске подкаста на ресурсах SoundCloud и YouTube. И спросили мы у Наджия Феми о целевой аудитории проекта, для кого его авторы собирают, хранят и рассказывают эти истории. Целевая аудитория нашего проекта – это все крымские татары. Проект наш на русском языке, поскольку этот язык наиболее, наверное, сегодня распространен. У нас есть слушатели, мы знаем, больше всего их в Крыму, конечно, но есть слушатели и в Турции, мы получали отзывы, и оттуда мы уже получали даже вот приложения о новых историях. Первый сезон в себе заключает 10 подкастов. Каждый подкаст – это отдельная история. Поначалу мы планировали, что мы будем просто читать эти письма, но в дальнейшем мы поняли, что без каких-то комментариев, без того, чтобы рассказать историю этой семьи, которая упоминается в переписке, не получится без контекста, эпохи. И это получилось действительно… Каждый подкаст – это законченная история, законченная повествование о судьбе тех героев, которые участвуют в переписку, писали друг другу письма. Еще очень интересно, подкаст был о судьбе крымско-татарского музыканта, рокового музыканта в 70-е годы. И действительно выдающаяся, очень яркая личность, звезда которого так и не зажглась, потому что он, начав участвовать в национальном движении, оказался под гнетом КГБ, его посадили, он сидел в тюрьме в коме АССР, там тяжело заболел и прожил там очень недолго. Вот. И его письма из тюрьмы, его судьба, его история очень трогательная, в ней много музыки, то, что удалось сохранить его родным. И это, конечно, все наши слушатели часто говорят, что невозможно слушать без слез этот подкаст, потому что каждая история — это, как правило, трагедия. Эти истории мы собираем и храним прежде всего для самих себя, поскольку это наша история, наша память. Те люди, о которых мы рассказываем, эти все образы, эти все истории, они очень типичны для нас, и многие узнают в них какие-то свои, многие слушатели проводят свои параллели с теми историями. Напомню, это был комментарий Наджия Феми. Говорили мы с ней о подкасте «Письма Мектюплер». Фактически это такой исследовательский проект, авторы которого по письмам крымских татар, которые писались в годы депортации, в годы борьбы народа за право возвращения домой, да, по этим письмам восстанавливают те события и человеческие истории, через которые, наверное, более понятно станет многим, да, что же произошло в Крыму 18 мая 1944 года. Вы можете обратиться самостоятельно к этим материалам, как я уже говорил. Материалы подкаста «Письма Мектюплер» доступны на ресурсах SoundCloud и YouTube. Мы переходим к следующей части нашей программы буквально через несколько секунд. С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов. Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная. Здесь привыкли к неправде, к циничной лжи. Я просто многих журналистов знаю, они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать. Остается, одно независимое издание. Это Крим Реалии. Крим Реалії. Крим Реалії. Крим Реалії. Крим Реалії. Проект Крим Реалії, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму. С начала открытия Крым Реалии я являюсь ее постоянным читателем. Я очень благодарна редакции Крим Реалии за то, что они дают возможность крымчанам знать правду. Крим Реалии, да, в чем они заслуживают определенного уважения, долю, все-таки стремятся преподать разные точки зрения. Сейчас это глоток свежего воздуха. Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове. Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что
через Крым Реалии будут знать эту правду. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, у микрофона работает Сергей Макрушин. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей программе, к нашему разговору. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Вот о чем мы поговорим далее. В феврале этого года Украинский культурный фонд совместно с Крымским домом и Украинским институтом объявили конкурс на масштабный проект популяризации культуры Крыма. Этот проект входит в рамки грантовой программы «Знаковые события». Его цель – поддержать реализацию масштабного культурно-художественного проекта, который углубит понимание неразрывной культурной и исторической связи материковой части Украины и полуострова Крым, актуализирует проблемы сохранения культуры Крыма, а также привлечет внимание мирового сообщества к аннексии Крыма Российской Федерации. 7 апреля стало известно, что этот конкурс выиграла организация «Эль Чебер», которую возглавляет крымчанин, мастер гончарного дела Рустем Скибин. Его проект называется «Йол» или «Путь». В проекте планируется представить постоянную выставку в Крымском доме, подготовить уникальную коллекцию вещей музейного уровня. Современные мастера будут создавать различные предметы быта, одежду, украшения, керамику и так далее. Также планируется записать студийный альбом крымско-татарской народной музыки при участии певицы Джамалы и многое другое. Вот для того, чтобы подробнее узнать о всех деталях проекта, мы поговорим с его автором Рустемом Скибиным. Он с нами на связи. Рустем, здравствуйте. Здравствуйте, доброго дня. Да, итак, давайте поговорим о том, как возникла идея создать такой проект сохранения разных аспектов крымско-татарской культуры, да, причем вот в таком виде можно прийти, да, и к этой культуре, ну, буквально приобщиться, потрогать, пощупать, посмотреть, да, вот на разные предметы. Да, ну, конечно же, одна из самых важных причин, по которым мы все это делаем, это знакомство с нашей культурой, знакомство с народом, знакомство с Крымом, знакомство с взаимовлиянием наших культур друг на друга, на украинскую и крымско-татарскую. И через это знакомство, через эти знания мы хотим стать ближе. Сегодня мы вспоминаем жертв депортации крымско-татарского народа, и хотелось, конечно же, спросить у вас и о том, насколько сложно, вот по вашему мнению, было сохранить культуру и быт крымских татар в условиях депортации. Какой массив был утерян, да, и не поддается восстановлению? И все-таки что удалось сохранить и как это удавалось сохранить? Да, но это стало намного раньше, и началось намного раньше, с момента первой аннексии. И депортация 1944 года, она практически остановила развитие, если говорить о народных промыслах, так как носители ремесла, знаний, они были оторваны от мест, они были переселены, депортированы, и на новых местах им не дали возможности продолжить эту деятельность. И на протяжении 70 лет мы практически не знали, как это реализовать на чужбине. Более сохранилось в нашей культуре это фольклор, это музыкальная часть, это тот нарратив, который вот люди могли нести. И то, что применялось в обрядах, в традициях, кухне, это, конечно же, стало таким основой для того, чтобы мы, как мастера, если говорить опять о ремесленных практиках, начали восстанавливать. Хотелось бы поговорить о том, насколько вот до 2014 года вообще, да, на материковой части Украины были интересны быт и культура крымско-татарского народа, как изменилась ситуация после 2014 года. Ну, сам я неоднократно видел вас, Рустем, на мероприятиях, которые проводит Крымский дом, да, видел, что люди с удовольствием принимают участие в ваших мастер-классах, принимают участие вот в изготовлении различных керамических предметов, но
хотелось бы, чтобы вы рассказали вот о ваших впечатлениях, да, как меняется ситуация и как меняется восприятие крымско-татарской культуры на материковой части Украины. Ну, до 2014 года наш проект «Крымский стиль», основанный моим учителем, искусствоведом Мамутом Чурлу, много работал над тем, чтобы представить нашу культуру в материковой части. И мы на протяжении 7-8 лет ежегодно до 5, 6, 7 мероприятий организовывали. Большие выставки, ярмарки. И этот интерес наблюдался. Ну а 2014 год, он просто стал такой отправной точкой для такого полного открытия и интереса со стороны украинцев к крымским татарам, крымско-татарской культуре. И сейчас огромнейший запрос на это, с большим интересом изучают. И я по своим наблюдениям вижу, что этот интерес проявляется и в осознании того, что Крым есть неотъемлемой частью и культурной, и политической, и дипломатической, экономической, если говорить об историческом времени для украинцев. И вот эти взаимовлияния, которые присутствуют в украинской культуре, заимствование из крымско-татарской, это формирует всю нацию. И вот этот интерес, он обусловлен еще и этим. И вот в нашем проекте как раз большая часть будет посвящена этим исследованиям. Это этимология, это топонимы, это прикладное искусство и масса другого, фольклор. Непростые времена сейчас для Крыма, и, разумеется, да, это означает, что непростые времена и для коренного народа Крыма, крымских татар. Насколько сложно сейчас сохранять и поддерживать обычаи и традиции крымско-татарского народа непосредственно в Крыму? Насколько, да, окреп народ после возвращения на свою родину? Ну, более чем за 20 лет достаточно было много сделано. И сейчас на данный момент очень развито. Многие сегменты нашего ремесла мы восстановили. Много мастеров. Все стараются, продолжают работать, творить и развиваться. Конечно же, ограничения, связанные и с политическим, и с коронавирусом, с ограничениями, которые при передвижении. Это, конечно, усложняет передвижение, выезд мастеров за пределы и представление нашей культуры на международном уровне. Спасибо вам. Да, спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Рустем Скибин, крымчанин, мастер гончарного дела. Говорим мы сегодня весь день будем говорить, конечно же, о 18 мая, Дне памяти жертв депортации крымско-татарского народа. Говорили мы в утреннем эфире об истории, да, историческом аспекте этой трагедии, о том, как проходила эта спецоперация НКВД, которая сегодня признана парламентами Украины, Латвии и Литвы актом геноцида крымско-татарского народа, да, поговорили о том, как пытались работать в Крыму с исторической памяти после того, как был совершен этот акт геноцида советским руководством, да, и поговорили о том, как сейчас независимые исследовательские проекты по крупицам, по разным документам, по письмам свидетелей и очевидцев тех событий восстанавливают историческую правду, восстанавливают истории реальных людей. Если вам есть что добавить к тому, что звучало сегодня в течение нашего эфира, вы можете дозвониться к нам по телефонам, даже когда у нас нет прямого эфира, телефоны работают, ваши сообщения, прошу прощения, останутся на автоответчике. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефонам 044 490 2905.
Также пишите нам на электронную почту. Ее адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Пишите нам в социальные сети, например, в Facebook. Да, мы всегда рады общению с вами. Напомню, что этот эфир для вас провели Андрей Гевко и Сергей Макрушин. Также напомню, что в 13 часов слушайте программу с Александром Янковским «Крымский вопрос». Ну а в 18:00 ни в коем случае не пропускайте вечернее шоу радио Крым Реалии. А мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. До свидания.